У каждого из нас есть возможность что-то делать. И в научном плане написание книг. И на сегодняшний день огромное количество возможностей для сохранения своей культуры и развития ее. Но одно из самых главных, чтобы человек, нагаец по национальности, понимал, что одним из самых лучших вкладов в сохранение в истории его народа и развития будет то, чтобы как можно больше единичных, но величайших личностей появилось в этом народе. В современности. В науке, в культуре, неважно, в литературе, неважно. Это будет имя, фамилия, отчество нагайского человека. Правильно им говорили, то есть мы неправильно выстроили свою жизнь. Я думаю, что она начинается с того, когда ты стесняешься своей национальности. Ты уже здесь неправильно выстраиваешь свою жизнь. И не важно, чего ты достигнешь, ты будешь человеком второго сорта, потому что ты стесняешься своего имени, своего отчества и своей фамилии. Ты уже сам последнего сорта человек. Поэтому мы живем, слава Богу, в демократическом государстве. В современных реалиях, если человек на начальном этапе будет сложен, и как периодически я получаю какие-то письма, вот, у нас все куплено, ничего не пробьешься там, не пробьешься здесь, ерунда все это. Вначале никого никуда не пускают. Нужно добиваться. Но чем? Квалификацией. Самый умный, самый сильный, самый эрудированный, самый дипломатичный, самый грамотный в любом случае преодолеет все препятствия. Потому что на сегодняшний день, век интернета, людей высокой квалификации очень мало. И у любого народа России есть возможность, чтобы вот эти вот личности выстреливали самым наилучшим образом, появлялись в истории сегодняшнего дня, и в том числе тем самым фиксировали и развивали историю своего народа на территории нашего родного государства России. Вальхамдулиллахи раббил алямин.